Похлопайте, очень приятно вас видеть. Дамы и господа, уважаемые студенты, уважаемые гости и преподаватели, мы рады приветствовать вас на третьем дне конкурса «Алло, мы ищем таланты» в Башкирском государственном университете. Аплодисменты. Каждый год в наш университет поступает более 1000 первокурсников, и каждый по-своему талантлив. И каждый год мы проводим для них этот чудесный фестиваль. Мы уже проверили у ребят чувство юмора на игре КВН. Кто был на КВН, пожалуйста, похлопайте. Это тоже происходило в этом зале. Мы успели побороться за звание самой спортивной команды на спортивном дне и даже побыли юными туристами на туристическом дне. Остались 2 творческих дня на «Алло, ищем таланты», игра «Что, где, когда» и венец всей недели первокурсников, конкурс, собственно, лучший первокурсник. Похлопайте, пожалуйста. Теперь настало время найти самых ярких, самых танцевальных, самых артистичных студентов университета со следующих факультетов. Сейчас я назову 4 факультета, которые примут участие в сегодняшнем конкурсном дне, и попрошу болельщиков громко-громко отзываться. Итак, это факультет математики и информационных технологий. Биологический факультет. Химический факультет. Географический факультет. Ну что же, все команды первокурсников и старших наставников уже находятся за кулисами, они волнуются, переживают, поэтому какой бы факультет вы ни представляли, пожалуйста, всем им похлопайте. А теперь я представлю команду, без которой этот конкурсный день бы точно не состоялся, поскольку они представляют наше уважаемое жюри. Так, сегодняшний конкурсный день оценивают лауреат множества республиканских, межрегиональных и международных конкурсов, солистка Башкирской государственной филармонии имени Хусейна Ахметова, резидент Уфимского джаз-клуба, номинант премии Russian World Music Awards Екатерина Ямщикова. Режиссер, выпускник Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, актер театра Де Буфо, актер театра Эндорфин, участник и лауреат российских и международных фестивалей Алексей Панько. Художественный руководитель студии Pole Dance и фитнеса Чили, сертифицированный тренер танца на пилоне и воздушной акробатики, участница международных конвенций, организатор ежегодных соревнований по Pole Dance в Уфе Юлия Денисова. Ну что же, уважаемые участники, уважаемые зрители, вот теперь самое время сказать. Третий конкурсный день. Конкурс «Алло, мы ищем таланты». Позвольте объявить открытым. Первым на этой сцене покажет свои таланты факультет цифр, как я его называю. Дамы и господа, уважаемые болельщики, на сцене факультет математики и информационных технологий. Мечта. Мечта – это что-то неописуемое, что-то, что заставляет тебя идти к своей цели, пытаться, пробовать, ошибаться, падать и снова вставать и идти. Мечта, где, как не во сне, мы становимся ближе к своей мечте. Во сне мы можем прикоснуться к ней, во сне мы можем все. И ведь сон – это волшебство, и ведь сон – это… Тоже мне взрослые, они думают, что все знают. Все потому что всегда так получается. Маленький, слишком маленький, а может я талант. Что ты воротишься? Спи уже! Ой, ничего себе! Мы выросли! Эльвина,
Наконец-то это произошло. Ведь теперь мы сможем все, и моя мечта осуществится. Да, и моя тоже. Но с чего же начать? Не знаю. Может быть, кто-то нам подскажет, может быть, кто-то поможет. Ну что ж, идем, поищем кого-нибудь. Of two sad voices blended in perfection. Да, какие же ребята молодцы. Я понял, с чего нужно начать. Нужно просто не бояться и верить, что у тебя все получится. Да, правда, нужно верить в свои силы. Ой, посмотри, сколько звезд на небе. Эльвина, послушай, ведь если звезды загораются, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышей загоралась хоть одна звезда. Ну, как? Как сделать так, чтобы она зажглась? Ты просто верь в свою мечту, и у тебя все получится. Every day there's a boy in the mirror asking me what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear.
время, чтобы любить. А я люблю, всем сердцем люблю маму, тебя, братец ты мой, подругу. Люблю гулять зимой и свои синие сапожки, ну очень люблю. Эх ты, дуреха, они-то про другую любовь, романтическую. Я понимаю, как бы мне хотелось встретить большую, настоящую любовь. Listen to the sound. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me. Tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just better we can learn to love again. It's gonna start, it's been written in the stars on our hearts. When I'm broken, just better we can learn to love again. Sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. We had Our heads running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. this is happening. You've been having dreams, yeah, dreams. Oh, you still are so close to me. There's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, Our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just better we can to love again. Never stop, still written in the stars on my heart. When I'm broken, just better we can learn to love again. Until it's right, I'm fixing to run. We're cut down, but I know to know you're me. You're more than nothing is we'll come clean. Ты посмотри на этих людей внизу. Они грустят. И мы ничем не можем им помочь. Им просто нужна музыка. Музыка? Да, музыка. Папа всегда говорит, что благодаря песне на душе становится легче. Музыка всегда помогает. Точно. Папе нравится, когда ты поешь. Особенно, когда он приходит домой уставший, и мы бежим его встречать. Папа любит, как ты поешь. Да, музыка — это моя мечта. Ведь музыка — это то, чего нельзя передать простыми словами. Музыка — это то, о чем хочет и говорит наша душа, наше сердце. Вот, ты только послушай это. There's a boy in the mirror asking me.
все-таки хорошо, что у нас есть близкие люди, которые любят нас. которые становятся для нас примером, и зачастую именно они помогают нам достичь нашей цели, нашей мечты. Главное – ценить это и не забывайте говорить им слова благодарности. Для кого не секрет, что стихов было сложно многомально. Смысла нет отрицать, что каждый из них достоин сотни тысяч наград. Каждый с гордостью крикнет, что их мама достойна самой ценной медали. И любой в этом мире готов подарить ей звезд небоград. Это прекрасно. Это прекрасно, действительно. Только слова могут сделать мало. Иногда нужно просто подойти и крепко-крепко обнять. Яркий блестящий взор – это лучший подарок маме. И порыв моей зыбкой душонки уже не унять. Нету смысла скрывать. Все хорошее, что я сделать смог, можно посчитать на пальцах одной руки. Вызвать гордость смог лишь своей головой, пробивая камни. И когда ты мне говорила, ты меня не обманешь, не лги, я снова и снова твоя мама сердце бессовестно ранил. И до дрожи, до бешенства. Я хотел спрятаться от этого мира мерзкого. Но то не было повода веского, то не хватало щелчка резкого. И только ты мне смогла объяснить, что под куполом собственных мыслей мне не придется из-за капли счастья в куче грязи, как ворона, рыскать. И когда я кричал, когда грудь пополам от кипящей лавы дала трещину, Когда каждый сон, что заставлял просыпаться в холодном поту, был вещим, в те моменты, когда еле видимый брод сквозь болото казался путем млечным, когда не было света в душе, и темнота настигала моментом вечным. постоянно на что-то надеялся, верил тем, кто в итоге забыл мое имя. Заряжал револьвер с целью на будущее, но каждый выстрел пролетал по обычаю мимо. И только ты до конца, до последнего, видела лучшее в своем маленьком глупом сыне и со слезами молча доставала ножи, что ярко и пестро украшали мою без того нездоровую спину. И разве хватит утомить лишь слов благодарности в адрес твой? Нет, нужно делом доказывать, что ты не впустую тратила силы, забыл, что такое покой. Нужно каждую долю секунды отдать, чтобы с горкой оправдать все надежды. И идти только вперед, слышав завистников, их ужасные зубами скрежет. Я тебе обещаю, я клянусь, я смогу вырваться сквозь туман. Знаю, будет невыносимо, но я буду стараться сам. И ты увидишь, что твой сын, если и ошибется, то скорее сделает вывод. Но несмотря на все это, я так и останусь твоим маленьким-маленьким сыном. Я тебя поздравляю, но желать ничего и не стану. Все пожелания, что хочу сказать, уместятся в одну фразу мою. Спасибо тебе, что ты есть, моя самая-самая лучшая мама. Я тебя безгранично, всем сердцем люблю. Знаешь, я всегда хотела танцевать, но мне говорили, что я слишком маленькая. А ведь танцы — это создание себя, где ты являешься частью чего-то большего, где ты выплескиваешь свои эмоции, чувства и переживания. В танце ты можешь вернуться в любой век, и у тебя нет национальности. Но ведь теперь ты выросла, что тебе мешает? Я верю, у тебя все получится.
снятся такие сны. Сны, в которых ваши мечты становятся реальностью. Сны, в которых вы не просто человек. Сны, в которых вы тот, кем хотели стать с самого детства. Во сне у вас взрослые мы или дети, высокие или низкие, нас объединяет одно. У каждого из нас есть своя мечта.